В 2018 году Турцию посетили 400 тысяч китайских туристов. Генеральный консул Китая в Стамбуле пообещал, что число туристов вырастет несколько раз, и подтвердил информацию о запуске международных рейсов в Турцию с китайского города Чэнгду, который будет обслуживать компания Sichuan Airlines. Консул Китайской Народной Республики заявил, что продолжит рекомендовать китайским туристам посетить Турцию и ознакомиться с ее историческими и природными ценностями. По сообщениям Государственного информационного агентства Китая, бывший начальник генерального штаба китайской армии Фан Квенгу, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, приговорен к пожизненному заключению. 67-летний Фэнгу обвиняется в получении взяток и владении огромным капиталом, за который он не смог отчитаться. Ранее из-за недостаточного экономического роста президент Казахстана требовал отставку правительства. 20 февраля Нурсултан Назарбаев в связи с экономическим кризисом отправил в отставку весь состав правительства. Командующий Центральными военными силами США Джозеф Воттл сделал следующее заявление: «Мы продолжим военное давление на Талибан, так как наша миссия еще не завершена, и приказа вывести войска не было». На конференции под названием «Безопасность и стабильность в Центральной Азии», организованной Воттлом в столице Узбекистана, приняли участие главнокомандующие армии Пакистана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Пакистана Имран Кхан на собрании Совета национальной безопасности отдал приказ военным быть готовыми к ответным действиям в случае нападения индийской армии. На собрании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся национальной безопасности, и теракт, произошедший в Кашмире. Политика репрессий, проводимая китайскими властями в Восточном Туркестане, не знает предела. Так, в лагерях пыток, которые Китай называет школами профессиональной подготовки, заключенных заставляют хвалить руководство Китайской Народной Республики. На фото и видеоматериалах, выложенных бывшими узниками, отчетливо видно, что напуганные заключенные со слезами воздают хвалу руководителю Китая, говоря: «Да здравствует глава Компартии и наш господин Си Цзиньпинь».